Именно в месяц Раджаб, по мнению некоторых ученых, произошло значимое событие для мусульманской уммы. Ночное путешествие пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, из Мекки в Иерусалим и Вознесения. Тогда пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и его умме был дарован пятикратный намаз, благодаря которому ежедневно каждый верующий обращается ко Всевышнему. Hun elçe dal dizdinig dizkhiyetardats dela khuyur shulsta genibem. Zonder auch betcho haduq nah goyna shayna paydn shlokhus. Эхер тахбольч балхана шейна дуqa пайда обетча üç. В дни месяца Раджаб, как и на протяжении остальных запретных месяцев, увеличивается наказание за совершение грехов. Поэтому верующие должны более внимательно относиться к своим поступкам и действиям. Deli ashnu alayhi salatu wassalam lar bin buht buyur lar bara korte dekudu ugur halqara stagu shashin deshto zulum ditardui shashin deshto zulum ditar bo kudu iza haram dalhuma obetchu ditar nakhan deshto zulum ditar estina way mahkoshka qayqan balu urdar suna obetchu dik amali lu ushulchu угур корте да диза кудон альчацу нахан дешто зулум диттиесу. В Сунане Абу Дауда сказано, что поистине пророк, да благословит его Аллах и приветствует, побуждал поститься в запретные месяцы, и Раджаб относится к ним. О запретных месяцах сказано в Священном Коране. Поистине, месяцев у Аллаха 12. Так было записано в книге в день, когда Аллах создал небеса и землю. 4 из них запретные. Такова правая религия, и посему не поступайте в них несправедливо по отношению к семье. Халимат Шахидова, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя.